На просторах интернета я наткнулся на совершенно омерзительные свадебные традиции ингушей, записанные известным ингушеведом Каримом Башировичем Далгатом, пользующимся огромным уважением среди ингушей. Ингуши упорно умалчивают об этих традициях, рассказывая лишь только о положительных моментах из трудов Далгата. И вот этот народ, имевший 150-200 лет назад вот такие чудовищно омерзительные традиции, говорит о какой-то эздел и о формуле земной и вечной жизни, заключенной в ней. Итак, попрошу внимательно вслушаться в каждое слово, это просто невероятные вещи. Известно, что свадебные обряды у преобладающего числа народов мира имеют отголоски таких древних форм брака, как похищение невест. Это определяет наличие в содержании свадебного обряда в той или иной степени элементов дальней оппозиции и даже проявление антагонизма между брачующимися сторонами. В ходе воспроизведения свадебного обряда подобная оппозиция, как правило, сопутствует ему только в символической форме. Что касается вербального выражения, то антагонический настрой звучит открытым текстом откровенных перебранок между стороной жениха и невесты. Перебранки могут иметь разнохарактерное, а порою весьма острое содержание и лексическое наполнение. В зеленой тетради с полевыми записями Башира Каримовича Далгата, ингушского фольклора и этнографического материала, на странице 51 на одной из строк, чтобы он утонул, имеется его приписка, сюда вставить еще и песни. Сами песни в этой тетради не приводятся, но они вписаны отдельно в другой рукописной тетрадке, где на странице 1 мы читаем следующее. К странице 51 свадебные песни, записанные мною в 1892 году, скобки открываются, их необходимо сильно профильтровать для печати, скобки закрываются, ввиду того, что эти песни, записанные более 100 лет тому назад, тоже представляют образцы народного творчества. Мы осмеливаемся опубликовать некоторые из них в примечаниях данной книги. Возможно, само намерение Далгата зафиксировать подобные образцы ингушского фольклора было подсказано содержанием некоторых пунктов программы для собрания сведений об юридических обычаях этнографического отдела при Московском университете 1887 года. В программных пунктах номер 169 и 162, а также в пояснениях к ним обозначены рекомендации собирателю, в том случае, когда невеста окажется нецеломудренной. А в пункте 160 включен вопрос, какие обряды совершаются, и в пункте 162, какие песни поются для того, чтобы ее осрамить. В примечании еще уточняется необходимость записать эти песни во всей их наготе, без малейшего стеснения, не выбрасывая ни малейшей буквы. Далее следует почти подстрочный перевод песен, весьма близкий к оригиналу. Первая – это перебранка девушек со стороны невесты и жениха в доме невесты, когда свадебный поезд жениха прибывает за невестой. Девушка с невестиной стороны говорит девушке со стороны жениха: «Если ты пришла сюда сказать что-либо, чего ты не понимаешь, то лучше бы ты осталась дома, сломавшей пометку у полового члена. Как груша дикая на дороге принадлежит всем, так и ты всеобщая игрушка. Как на груше цветы, столько вшей у тебя на голове. Если спереди смотреть, как вареник твой женский орган, а если сзади смотреть, то как большой пирог, начиненный салом твой зад. Кто рядом с тобою стоит, всякому ты скажи, не хочешь ли? А кто скажет хочу, тому не скупись. Кто станет лицом к тебе, тому показывай, а кто станет рядом с тобой, тому не отказывай. Как у горной лисы с красным концом член будет играть по твоим ляжкам». На это девушка со стороны жениха отвечает: «Эй ты, такая-сякая дрянь, я не пришла с тобой болтать, я пришла, чтобы увести голубя для сокола». Подобно тому, как в декабре месяце бывает на тереке, так и на твоем сердце дай Бог, чтобы был холодный лед и такой крепкий лед, чтобы ломом нельзя было отломить ни кусочка. Как черная свинья ищет толстого лопуха, так и ты ходишь, ища толстый член. Как на погорелом месте садится журавль, так на конец члена садилась родившая тебя мать. До колен выросшие на половом органе волосы, очищая от прилипшей грязи после сношения, сломавшая ногти у 10 пальцев рук, кахпа. В такой глубокой грязи, по которой вьюком идет ишак, пусть валяется производивший тебя на свет твой отец. Около камня, близ кургана, в той яме, где играли черти, пусть медвежьей пляской потанцует родившая тебя мать.
Девушки со стороны невесты бранят мужчин свадебного поезда следующими словами. Был у него глухой теленок, для привязи тёлка-сопетка. Еще была курица. Испугавшись курицы, теленок начал вырываться и опрокинул сопетку. И когда он хотел поднести сопетку, подобно лошади, поевшей тухлого сена, так он начал пердеть. Если пришел сюда напрасно, то пусть 3 пригорошнями соли будет засыпан его зада. Тот мужчина со стороны жениха на это отвечает: как на чурбаке стальное долото, а на долоте ясневая колотушка. Когда я влез на тебя, так ты запер. Как шея у хомяка пушистые яйца, как мех у куницы хорошо обросшийся лобок, как у жеребца шея дугою, так дугой становившийся член, как лук атагинский с красным концом член, как у дикой кошки с глазами член, как с концом склонившаяся к кабардинским горам Кайрибер, это балка, идущая от Ингуши к Кабарде, так концом склонившаяся к заду твоей, женское достоинство широкое. Когда я натягивал тебя, ты любила меня, а когда, как ставший на молитву мулла нагибается, стал сгибаться мой член, тогда ты перестала любить меня. Да умрет любимый тобою брат.